Якутия в мире. Добрый день, дорогие радиослушатели! Сегодня для вас работает Екатерина Голикова и Завина Данилова. У нас в гостях сегодня Дарьяна Максимова, исполняющая обязанности исполнительного директора Северного форума. Добрый день, Дарьяна! Добрый день! Расскажите нам, пожалуйста, и нашим радиослушателям, что же такое Северный форум? Северный форум — это международная неправительственная организация северных регионов, созданная еще в далеком 1991 году, и она очень долгое время существовала на территории Аляски, в Анкоридже секретариат находился. И в 2013 году секретариат Северного форума закрепился за Якутском, и мы находимся в Якутске. Хотя, на самом деле, конечно, у нас очень такая большая миссия, мы объединяем регионы по развитию Севера и Арктики, и здесь у нас представительство достаточно хорошее, 14 регионов, из них 10 регионов российских и 4 региона иностранных. Это у нас Аляска, Исландия, Акюрери представляет, Лапландия из Финляндии и провинция Кангвон из Республики Корея. А среди российских регионов у нас тоже неплохо, потому что почти все арктические регионы, плюс еще дальневосточные регионы участвуют. И наша миссия заключается в развитии разных направлений, то есть это и экономика, экология, и, конечно, человек. И, конечно, когда мы говорим про человека в Арктике, это коренные малочисленные народы Севера. И в целом, получается, мы настроены и должны работать по проектам, которые должны объединять регионы. Получается, организация занимается проектной деятельностью, либо каким образом еще работает организация? Каков механизм ее действия? Механизм, да, у нас структура такая мощная, поскольку мы работаем, да, основная миссия, как я уже сказала, это проектная деятельность, но мы объединяем регионы на уровне губернаторов, а губернаторы у нас собираются раз в 2 года на генеральных ассамблеях, а также у нас есть координаторы региональные в каждом регионе на уровне министров и руководителей департаментов, которые должны работать по, опять же, проектной деятельности, обсуждать их, уточнять и утверждать, конечно, в резолюциях нашей организации. Здесь мы уже почти 30-летие нам, да, в 2021 году будет 30 лет организации. Можно сказать, что вся проектная деятельность за это время, она, какие-то проекты начинались и завершались, а какие-то до сих пор продолжаются, но в целом мы ориентируемся на такой уровень полуофициальный, да, то есть у нас представительство в основном среди официальных лиц, чиновников, но мы можем объединять и разные уровни. То есть это не только именно в проектах, если мы говорим, да, то есть инициатива может идти снизу, и мы как раз та удобная структура, которая может делать это международное сотрудничество на уровне регионов, на уровне губернаторов и их решения, если какой-то проект реально актуальный и реально такой, перспективный, да. Причем проект, он должен быть практически значимый. То есть это не в чистом виде наука, не в чистом виде общественная деятельность, а именно такая практическая деятельность, что-то создать, что-то построить, если это даже возможно. В какой-то мере мы можем работать как по сбору инвестиций для проектов. То есть в целом миссия организации с самого начала была определена очень-очень хорошо. Есть такое понятие, как устойчивое развитие. У нас в уставе это прописано как основная цель. И, конечно, мы механизм реализации должны координировать. То есть я уже сказала, что у нас секретариат Северного форума находится в Якутске, и как раз он создан для того, чтобы координировать деятельность между регионами. Сотрудничество может быть как на уровне нескольких регионов, так и может быть и всех, если это будет получаться. Но в целом у нас есть рабочие группы. Рабочие группы объединяют практически все регионы. Всего у нас 10 рабочих групп и по разным направлениям. Но если перечислить чуть-чуть, да, не все 10, то это будет, допустим, по инфраструктуре, по оценке качества жизни на севере и в Арктике, по строительству жилья, по экологии, конечно, и охране окружающей среды, по даже региональной адаптации к изменению климата. То есть если говорить о таком северном, да, направлении Арктики, сейчас она очень актуальна. То есть у нас Арктика — неизведанный регион.
И вот как раз вот последняя рабочая группа, которую я назвала, региональная адаптация к изменению климата, все очень интересуются, что происходит в Арктике с изменением климата. И здесь мы можем сказать, что вот эта тема, она становится наиболее такой, да, наверное, интересующей для арктических уже государств, да. И здесь мы тоже можем, да, сделать очень много проектов, и они существовали до этого в организации уже на научно-практической деятельности. Ну и, конечно, мы ведем деятельность и по экологии. Если помните, у нас раньше не было зоопарка, допустим, в Якутске Артодойду, да. У нас был проект, давнишний проект, это проект северных зоопарков, как раз с поддержкой и этого проекта в свое время и наш зоопарк тоже получил поддержку Северного форума. То есть вот проекты могут быть такими, да, практическими. Кроме этого, ну, очень часто вспоминают проекты про циркумполярные перелеты. Это наши аксакалы. В свое время на Аляске у нас был представитель Анастасия Николаевна Божедонова, специальный представитель Республики Саха-Якутия в секретариате Северного форума, который находился в Анкоридже на Аляске. И вот она там проработала более 15, по-моему, лет. И вот за это время, да, надо сказать, что Якутия, она имеет очень большой вес в этой организации, поскольку ее создавал по инициативе Уолтера Хикеля, губернатора Аляски, была создана организация в 1991 году. А Якутия поддержала эту идею в лице нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева. И вот с самого начала мы участвуем в деятельности этой организации. Вот поэтому вот такая вот получается история, почему из Анкориджа в Якутск переехали. То есть, получается, наша республика с первых дней создания этой организации активно в ней участвует. Что же дает Якутии членство данной международной организации, если говорить о практической выгоде? Ну, в свое время, когда секретариат находился на Аляске, у нас был ассоциированный секретариат, была создана отдельная организация Академия Северного форума, она до сих пор существует, мы до сих пор в тесной связке находимся с ними. Создавал ее Михаил Ефимович Николаев. И для Якутии вот во времена президентства Михаила Ефимовича Николаева даже есть такое понимание, что по Северному форуму можно было сверять вообще все социально-экономическое развитие, да, и в том числе и республики, и Севера, и Арктики. То есть идея была такая, да, вот по деятельности тех времен. А сейчас мы можем сказать, что для Якутии это, конечно, очень-очень важно, что здесь мы находимся. С другой стороны, не только для Якутии, для России, потому что нас курирует сейчас Министерство иностранных дел России, и считаем, то, что и они считают, что это единственная международная организация, которая находится на территории России, занимающаяся именно Севером и Арктикой. То есть бонусы у нас огромные. Плюс, конечно, самый большой статус, который мы имеем, это, ну, вообще мы наблюдатели в Арктическом совете. Северный форум может участвовать во всех мероприятиях этого международного форума высокого уровня, да, в Арктическом совете. Такое представительство вот от России, допустим, имеет, ну, не так много, во-первых, организаций, а если по членству говорить, всего 2 члена, это Ассоциация коренных малочисленных народов Сибири и Дальнего Востока России, и, конечно, Россия сама по себе как страна, это член Арктического совета. Поэтому Северный форум для Якутии, это как одного из регионов России, это, конечно, наверное, большое достижение, что мы находимся здесь. И, конечно, мы удалены от Москвы, ничего здесь географически не поделаешь, но, с другой стороны, как раз в Якутии находится пересечение очень многих интересных, да, актуальных вопросов, и сейчас вот в Арктике мы можем совпадать с интересами. И еще тогда, кстати говоря, когда велась в 90-х, 2000-х годах, уже была идея, да, о том, что Азия, Арктика могли бы как-то, да, пересечься. И вот в данном случае мы в Якутии, да, пересекаем как раз географически вот эти 2 макрорегиона — Арктика и Азия, да. Вы недавно ездили в командировку, да, в регион, который председательствует сейчас в Северном форуме. Что обсуждалось? Да, сейчас у нас это самое главное, конечно, председатель Северного форума Ненецкий автономный округ, председательствующий губернатор у нас Александр Витальевич Цыбульский и региональный координатор у нас Павел Анатольевич Окладников. К ним я специально поехала, поскольку они уже председатели у нас около 2 лет, и председательство
у нас чередуются каждые 2 года. В марте 2020 года предстоит провести Генеральную ассамблею, главное мероприятие Северного форума, где решается как раз следующий вопрос о председательстве, о кандидатуре, да, кто будет дальше, какой регион. И очень полезно было мне съездить в Ненецкий автономный округ. Очень-очень рад был, да, тому-то, что мы все-таки в конце концов здесь встретились. И мы сейчас готовим с ними 2 больших мероприятия. Это встреча комитета региональных координаторов и Генеральную ассамблею. Предположительно, региональные координаторы у нас соберутся на Камчатке в феврале 2020 года, а в марте будет Генеральная ассамблея на Рьян-Маре. Предположительно, также мы поговорили, что должно быть включено в резолюции, какие проекты мы будем поддерживать. Все это мы будем готовить сейчас уже, да, для региональных координаторов, которые соберутся на Камчатке. А в последующем и губернаторы также будут, да, введены в курс дела, да, о деятельности Северного форума. То есть, что надо сказать? Ненецкий автономный округ — это самая западная, наверное, точка в Российской Федерации, которая входит в состав Северного форума. К сожалению, к нам не входят ни Мурманск, ни Архангельск. Как раз Ненецкий автономный округ — интересный такой регион, который может, да, быть таким мостиком между Востоком и Западом с точки зрения географического положения России и отделения. Там у меня прошли встречи с членами рабочих групп Северного форума. Как оказалось, их так много, 12 человек. Мы с ними собрались, и предстоящее самое ближайшее мероприятие у нас будет видеоконференц-связь по рабочей группе по строительству жилья. То есть сейчас век цифровизации, глобализации, мы можем связываться не только в командировочном порядке, да, и ездить куда-то, но и собираться по видеоконференц-связи через интернет. Эта идея у нас появилась незадолго до моей командировки. Мы делали круглый стол по арктическому туризму, и регионы так хорошо нас поддержали. Всего участвовало 7 регионов, то есть половина наших регионов из 14. Причем участие изъявили желание вообще-то изначально 9, просто там у них по техническим причинам чуть-чуть не получилось, но тем не менее, да, такая форма работы всех устраивает, и все хотят так работать для того, чтобы знакомиться между собой, во-первых, да, и обсуждать свои же проблемы. Также Ненецкий автономный округ, вот когда мы сейчас разговаривали, предлагает, что в Северный форум может входить не только проект, который был создан в рамках Северного форума, а проекты, которые реализуются на территории наших регионов. Эта идея, воодушевляет, скажем так, да, потому что можно действительно понять, какие регионы в какой помощи нуждаются, да, для координации своих действий. Можно включать эти проекты в рамки деятельности, да, нашей организации. Так что это очень была полезная поездка. Будут ли обсуждаться планы на следующий год только на Генеральной ассамблее, либо они уже сейчас примерно определены? Да, планы должны готовить здесь мы, секретариате Северного форума. То есть всю документацию, что мы там будем обсуждать, для того, чтобы предложить регионам, уже мы должны готовить сейчас. Плюс мы собираем, конечно, как это обычно происходит в рамках Северного форума, собираем предложения от регионов, какие проекты им нужны, что они дальше хотят продолжать, какую деятельность в целом они ведут в рамках Северного форума. И знаете, когда я пришла сюда, на эту должность, в первую очередь, конечно, решила проверить, как вообще идет деятельность по проектам. Это достаточно сложно, потому что на самом деле Северный форум — это же такая сеть, да, которая объединяет регионы по разным направлениям. Для того, чтобы отследить наши проекты, надо обращаться к регионам, постоянно их мониторить. Действительно, наш логотип используется. Логотип Северного форума может находиться в тех проектах, которых там, допустим, которые были запущены, 15 лет назад, допустим, да. То есть мы это все отслеживаем. Конечно, у нас есть еще и такая деятельность более организационная, когда мы делаем мероприятия, об этом мы уже поговорили, про Северный форум по устойчивому развитию, но есть очень-очень хороший проект «Молодежный экологический форум», который проводится ежегодно. Вот как раз он кочует по регионам. Действительно, надо сказать, это очень-очень хорошее мероприятие.
мероприятие для детей, кстати говоря, для школьников, который представляет свои презентации по экологии. А вот в этом году мы провели это в Акюрейре в Исландии, и очень много собралось детей, 35 человек из разных регионов. Это Ханты-Мансийский округ, Ямало-Ненецкий, Ненецкий, Якутия, конечно же. Также у нас были японцы и исландцы. И, кстати говоря, вот если по членству смотреть, да, у нас же есть еще бизнес-партнерство в рамках Северного форума. И вот одна из компаний Японии представлена у нас в качестве бизнес-партнерства. А в свое время, если говорить про японцев чуть подробнее, у нас были Хоккайдо, префектура в членстве Северного форума, и китайцы, кстати, у нас были, Хэйлунцзян. То есть, в принципе, вот миссию, которую я перед собой вижу как новый, да, исполняющий обязанности исполнительного директора, надеюсь, уже в марте, кстати говоря, я буду утверждена. Обычно это утверждение проходит на Генеральной Ассамблее. Так вот, по дальнейшему развитию организации, думаю, что нужно в первую очередь обращать внимание на членство и привлечение новых регионов, точнее, может быть, новых старых регионов, которые были учредителями организации в свое время. Может быть, кто-то сейчас из слушателей удивится, почему Китай, Япония, Корея. Каким образом они относятся к северу, да? Да. На самом деле Северный форум — уникальная организация, то есть мы не объединяем по географическому принципу, мы объединяем по интересам. Если регион имеет интерес к северу и Арктике, то у нас нет ограничений по уставу принимать его в член. Дарьяна, спасибо большое за интересный рассказ о Северном форуме. Хотелось бы пожелать Северному форуму и вам лично успехов в следующем году. Прошу сказать несколько слов пожеланий для наших радиослушателей. Большое спасибо, что пригласили меня, и Савине, и Екатерине. И хотела бы пожелать нашим радиослушателям тепла в душе, да, чтобы все у вас было хорошо, у радиослушателей. И если есть какие-то идеи вот именно по нашей организации, да, обращайтесь к нам. Контакты наши вы можете найти на нашем сайте northernforum.org и можете прочитать про нас. И в целом мы открыты для обсуждения. Дорогие радиослушатели, я напомню, что у нас сегодня в гостях была Дарьяна Максимова, исполняющая обязанности исполнительного директора Северного форума.